В эфире Абхазского телевидения еженедельная итоговая программа «События недели», в студии Ирина Аршба. Здравствуйте. В нашей программе мы вспоминаем наиболее яркие события уходящей недели, обсуждаем их с экспертами, подводим итоги. Структура Кабинета министров Абхазии претерпела существенные изменения. Согласно указу президента, 2 министерства реорганизованы в комитеты. Министерство сельского хозяйства в Государственный комитет Республики Абхазия по сельскому хозяйству, а Министерство по курортам и туризму в Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и туризму. Кроме того, путем слияния Министерства здравоохранения и Министерства труда, занятости и социального обеспечения образовано Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия, которое также в соответствии с указом президента объединило в себя следующие госучреждения: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и охраны труда, Фонд обязательного медицинского страхования, Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и Дорожный фонд. Также путем слияния Госкомитета по молодежной политике и Госкомитета по физкультуре и спорту образован Государственный комитет по делам молодежи и спорту. Путем слияния Госуправления связи и массовых коммуникаций, Госуправления по транспорту и службы госнадзора за деятельностью в области связи образовано Государственное управление Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи. 3 министерства переименованы. Министерство по репатриации в Министерство демографии и репатриации Республики Абхазия, Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия в Министерство культуры Республики Абхазия, а Министерство образования и науки переименовано в Министерство просвещения Республики Абхазия. Также Госкомитет по строительству и архитектуре реорганизован в Государственное управление Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а Управление госстатистики реорганизовано в Государственный комитет Республики Абхазия по статистике. Кабинет министров должен оптимизировать общую штатную численность центральных органов госуправления в срок до 1 января 2020 года, без учета общей штатной численности Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по налогам и сборам и Государственной миграционной службы Республики Абхазия. В понедельник утром состоялось очередное заседание Кабинета министров, на котором были одобрены проект закона о республиканском бюджете на 2020 год и проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов. Согласно проекту бюджета на 2020 год, доходы консолидированного бюджета должны составить 10 миллиардов 257 миллионов рублей, а расходы 10 миллиардов 510 миллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета Абхазии на следующий год составляет 253 миллиона. Представляя проект бюджета на следующий год, министр финансов Джансухнанба отметил, что в структуре доходов республиканского бюджета на 2020 год прогнозируется поступление собственных доходов в сумме 3 миллиарда 368 миллионов рублей. В том числе налоговых доходов в сумме 1 миллиард 977 миллионов, неналоговых доходов 1 миллиард 391 миллион рублей. Источниками финансирования дефицита предполагаются привлечение кредита от Национального банка Республики Абхазия и других кредитных организаций Республики Абхазия в пределах 300 миллионов рублей, а также возврат бюджетных кредитов, предоставленных юрлицам из республиканского бюджета, и иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета. Безвозмездные поступления прогнозируются на уровне 4 миллиарда 747 миллионов рублей, в том числе финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития 3 миллиарда 247 миллионов рублей и финансовая помощь Российской Федерации в целях бюджетных инвестиций 1,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2019 годом предполагается уменьшение российской финансовой помощи в сумме 83 миллиона рублей. Рост собственных доходов республиканского бюджета прогнозируется в объеме 87 миллионов рублей или на 3% по сравнению с 2019 годом. 30 октября в Абхазии отметили День памяти жертв репрессий. В Сухуми к памятнику жертвам политических репрессий возложили цветы президент Рауль Хаджимба, вице-президент Аслан Барцет, спикер Народного собрания Валерий Кварчи, общественные и политические деятели, родные и близкие репрессированных. В Абхазии более 7 тысяч человек стали жертвами политических репрессий 30-40-х годов 20 века. С 1937 по 1942 годы была уничтожена почти вся научная и творческая интеллигенция,
революция были убиты также зажиточные крестьяне. Годы сталинских репрессий навсегда вошли в историю Абхазии как одни из самых трагических. 30 октября ученые Абхазии отметили День науки. В Академии наук состоялось торжественное заседание, в котором приняли участие вице-президент Аслан Барцыц, спикер парламента Валерий Кварчи, многочисленные гости, научное сообщество страны. Несмотря на трудности, сопутствовавшие развитию академической науки, достижения в ее различных сферах очевидны. Исследования абхазских ученых в гуманитарных, технических, медицинских и иных направлениях получают достойную оценку не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. На сегодняшний день АНА состоит из 3 отделений, 9 институтов. В ее составе 15 академиков, 11 членов-корреспондентов, 19 почетных иностранных членов. В подведомственных учреждениях работают более 400 исследователей, из которых 29 – это доктора и 93 – кандидаты наук. 31 октября состоялось первое заседание осенней сессии Народного собрания парламента Абхазии, на котором был одобрен законопроект о повышении размера пенсий отдельным категориям пенсионеров республики во втором и окончательном чтении. Законопроект охватывает 2587 человек, из них круглых сирот 123, инвалидов с детства 2426, инвалидов советской армии 38 человек. Инвалидам детства первой группы размер пенсии будет увеличен с 2500 до 3000 рублей. Инвалидам детства второй группы с 2300 рублей до 2500. Проект закона также предполагает увеличить пенсии круглым сиротам и инвалидам с детства первой группы на 1000 рублей. Закон вступит в силу с момента его подписания президентом. В связи с внесенными изменениями перерасчет будет проводиться с июня 2019 года. На заседании сессии парламента депутаты в первом чтении приняли закон об упрощенной системе налогообложения и внесли поправки в закон об НДС. Что предполагают данные изменения, подробно в интервью нашей программе рассказала председатель депутатского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Наталья Смыр. С точки зрения возможности получения доходов, государство получило дивиденды в этом смысле, потому что оно стало НДС, ввозной НДС стал администрироваться, и эта сумма достаточно. Хотя по итогам за год есть немного небольшие проседания по НДСу, и тем не менее это хорошие доходы в целом в государстве. А если есть доходы в государстве, это возможность, естественно, это заработные платы, расходы бюджета в целом. Государство получило дивиденды, но при этом пострадал бизнес, и мы не можем не обсуждать этот вопрос. Поэтому парламент и, в частности, комитет озадачился тем, что надо внести изменения. Самая большая проблема заключалась только в том, что бизнесмен, предприниматель должен платить на входе, еще не получив никаких доходов, заплатить 10% НДС. А это сложно. Допустим, 1 миллион у тебя оборот, товар ввозишь, 10% заплати 100 тысяч. То есть это достаточно ощутимо. Мало того, что ты закупаешь, приобретаешь, ты несешь издержки и тут же еще заплатить за налог вперед. И это достаточно сложно. Поэтому мы озадачились и пошли по пути реформирования. Когда у нас была одна ставка, и ты администрировал практически одну ставку, 10% и все, это легко, конечно, легко. И у тебя перечень товаров, освобожденных от НДС, у тебя вот все по ставке 0, а здесь у тебя по ставке 10. И вот эта ставка 10, она вот была финансовым бременем. Сейчас мы постарались пойти по другому пути. Мы дифференцированный подход, это 0,37, что основным, я еще раз говорю, основным моментом обсуждения, вот в частности была создана рабочая группа, которая состояла из специалистов, были привлечены также и бизнесмены, и предприниматели, которые также, мы спрашивали их, потому что они являются основными плательщиками НДС, то есть это оптовые в основном такие крупные предприниматели, да, которые оптовики в Абхазии у нас. И получалось, что все бремя финансовое практически они работают за весь народ, они платят, образно говоря, вот те, кто не платят, кто освобожден, значит, тебя освободили, а здесь тот, кто платил, он платит еще больше, то есть он несет финансовое бремя за всех, и это неправильно. Мы взяли в статистике потребительскую корзину товары первой необходимости, и они не будут облагаться. Администрироваться данные товары будут по видам кодов ТНВД. То есть это будет некий номер, состоящий из 10-20 цифр, и они будут по ставке 0. То есть это будет четко все прописано. Хотим дать возможность отсрочку платежа, сроком на 2 месяца. Потом, вот я еще говорила о бое и порче, да, когда товар заводится, мало ли попал под какой-то сильнейший
ливень или где-то произошло затопление, то есть товар может быть тоже испорчен, то есть и это надо учитывать. То есть вот эти все нюансы, работа большая, конечно, ее много. И нельзя сказать, что вот мы сможем сделать это вот быстро. Ставки, которые мы предлагаем, это будет 0,37, значит, 3, которые были выведены из списка налогообложения, то есть был перечень товаров, который не подлежал налогообложению, будет 3, раньше, что было 10, будет 7, а 10 мы все-таки оставляем для высоколиквидных товаров или производства, в частности, турбизнес, у нас же он не платит ввозной НДС, поэтому им платить 10%, я думаю, будет несложно, да, это основное направление нашего государства, да, туристический бизнес. Дальше, связь, ну, 2 компании, они достаточно рентабельны, поэтому здесь стоял как раз вопрос о том, что вот такие высоколиквидные организации, ставка им не будет уменьшена. Второй вопрос – упрощенная система налогообложения. Мы взяли за опыт мировая практика в ближайших государствах, в России в частности, также хорошо действует упрощенная система налогообложения. Это, то есть это берется 1% на определенный вид дохода, облагается ваш доход и, как говорится, вы спите спокойно. Но хочу сказать, что, конечно, все социальные фонды – это обязательно к уплате, это фонд заработной оплаты труда, естественно. Ваш оборот, вы заработали 100 тысяч, заплатите 3, 5 или 10%, там сколько процентные ставки, там они тоже дифференцированы, вы однажды заплатили и все. И вам больше не надо никуда ходить. А система спецналога – это расчеты, это коэффициенты, это удаленность от моря, это местоположение. Все это достаточно сложно. А упрощенка – это вмененный налог. Вот тебе дали 3% с оборота, ты заплатила. Но одним таким вот моментом – это введение контрольно-кассовых машин. Конечно же, потому что государство, естественно, должно знать, с чего, на какую сумму. Я прошу прощения, вы же мне не можете сказать, что, честное слово, я заработала 100 тысяч. Это не вариант, конечно. Все, что вы будете зарабатывать, в режиме онлайн будет информация, то есть это контрольно-кассовый аппарат будет прикреплен к налоговой инспекции, естественно, там все, будет виден ваш оборот. И с вашего оборота придет налоговая, посмотрит ваши остатки. Вот ваш оборот составляет 100 тысяч рублей. Это совпадает с данными контрольно-кассовой машины и данных налогового учета. Все, заплатите там 3 или 5%. И дальше продолжайте работать. То есть это есть свое преимущество. Применение контрольно-кассовых машин – это достаточно длительный процесс. Вот это к этому надо приучать людей, понимаете? Поэтому никто не говорит, что этот законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года. То есть это ближе, может быть, к лету, мы уже, если придем к какому-то общему знаменателю. Делегация Республики Абхазия во главе с исполняющим обязанности вице-премьера Астамуром Кецба приняла участие в Донецком международном инвестиционном форуме, который проходил на этой неделе в Донецкой Народной Республике. В мероприятии участвовали представители 17 стран, в числе которых официальные делегации России, Луганской Народной Республики, Южной Осетии, а также предприниматели и представители бизнес-сообществ из Франции, Финляндии, Ирландии, Великобритании, Швейцарии, Болгарии, США, Турции, Сирии, Йемена, Таджикистана, Ирана и Египта. В рамках Международного инвестиционного форума была организована выставка, на которой под эгидой Торгово-промышленной палаты Абхазии презентовали продукцию абхазских предпринимателей, членов палаты. О том, как приняли в ДНР отечественную продукцию и удалось ли договориться о долгосрочном сотрудничестве с коллегами из разных стран, в интервью нашей программе рассказала начальник управления внешних связей и инвестиций ТПП Кама Цвижба. Кама, делегация Республики Абхазия на днях вернулась из ДНР, где принимала участие в инвестиционном форуме. Кроме того, в рамках этого форума приняла участие в выставке, где были представлены наши предприниматели, члены ТПП Абхазии. Расскажите подробнее, какая именно продукция была представлена на этой выставке? Делегация Республики Абхазия, которую возглавлял исполняющий обязанности вице-премьер нашей республики Астамур Кецба, принимала участие в первом Донецком международном инвестиционном форуме, который проходил в городе Донецк. Хочется отметить, что было проведено немало совещаний, в котором было и принято решение в пользу участия в данном форуме, в которых принимал участие и президент абхазской ТПП Тамила Мерцхулава. По распоряжению главы правительства нам было поручено принять участие и представить абхазскую продукцию в выставке, которая проходила в ходе данного форума.
А чем именно интересен был такой этот форум для нашей страны? Ну, вы же понимаете, что сейчас послевоенное время, оно очень тяжелое для донецкого народа, и мы сами были в такой блокадной тяжелой ситуации, поэтому поддержка с нашей стороны, она, конечно, является для них определенным гарантом и определенной как бы победой в какой-то степени, поэтому было принято решение в пользу принятия участия в данном форуме, исходя уже из этих побуждений. Более того, хочется отметить, что с нашей стороны на уровне палат мы сотрудничаем уже более 2 лет. Между нашими палатами подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, и для реализации данного сотрудничества с нашей стороны было принято решение принять участие в данном форуме, а именно в выставке, которая проходила в ходе данного форума. Ну а теперь подробнее, да, о продукции, которая была представлена на выставке. Конечно. Говоря о подготовке к данному форуму и к выставке, хотелось бы отметить, что мы разработали баннер Республики Абхазия, под которым и выставлялась та продукция, которая под эгидой Торгово-промышленной палаты была представлена на нем совместно и с представителями абхазского бизнес-сообщества. Все участники, которые принимали участие в данной выставке, они выставлялись под единым тематическим баннером форума. Но в Республике Абхазия в качестве почетного гостя была представлена возможность выступать под баннером Республики Абхазия, которую разрабатывала ТПП здесь. Говоря о тех участниках, которые принимали участие и чью продукцию мы повезли, хочется отметить тех уже известных и зарекомендовавших себя производителей, чья продукция на постоянной основе отгружается в Российскую Федерацию. Это ИО «Вина и воды Абхазии», и Дурипская винодельня, и ИО «Шато Абхаз». Также та продукция, которую мы сами постоянно возим в различные выставки по всему миру, это РУП Абхаз мед, это МУП Кутол, ООО «Абхаз вино», Будуутская винодельня, также ООО «Абхазские сады». И среди данных производителей были те производители, которые впервые принимали участие. Это индивидуальный предприниматель Давид Пили, а также ООО «Абхазвино». А какая продукция вызвала наибольший интерес у гостей и участников форума? Вы знаете, любая продукция, которая выставляется под стендом Республики Абхазия, всегда, везде, в любых выставочно-ярмарочных мероприятиях вызывает огромный интерес. Такое же и случилось и в Донецкой республике в частности. Была также представлена и печатная продукция, которая также вызвала немаленький интерес, в том числе и каталог предприятий Республики Абхазия, который ежегодно выпускает Торгово-промышленная палата Абхазии с указанием всех предприятий, вернее, которые зарегистрированы на территории Республики Абхазия, с указанием контактных лиц, рода деятельности и так далее. То есть и печатная продукция в совокупности с той красочной продукцией, которую мы всегда предоставляем на такого рода выставочно-ярмарочных мероприятиях, она всегда вызывает огромный интерес по любым направлениям. Для ТПП Абхазии это не первая выставка, довольно-таки активная деятельность у нашей торгово-промышленной палаты, и это уже не редкость участие наших предпринимателей в разного рода выставках. Чем запомнилась вот эта выставка в Донецке? Что произошло такого интересного, то, что вы можете как бы выделить? Были проведены различного рода встречи, это и B2B встречи, и тематические встречи в рамках круглых столов. То есть сам форум был очень плодотворный, интересный, и участие наших предпринимателей в том числе, оно для данных предпринимателей это был такой стартап немножко вперед. Хочется сказать о том, что Донецкая торгово-промышленная палата и ее председатель одни из первых встретили нашу делегацию уже на границе к ДНР по поручению правительства ДНР. Была проведена отдельная встреча в торгово-промышленной палате ДНР, где наши сотрудники, которые были в составе делегации от Республики Абхазия, от нашей торгово-промышленной палаты, имели возможность рассказать об определенных навыках, поделиться контактной информацией, то есть рассказать о тех определенных целях и задачах, которые сейчас располагает торгово-промышленная палата Абхазии. Мы организация, которая имеет уже 17-летний стаж в данном
данной работе, поэтому мы имели возможность поделиться определенными своими навыками в данной работе, своими какими-то определенными целями и задачами для предпринимательского сообщества ТПБ ДНР, что в принципе послужит в дальнейшем, в перспективе увеличению товарооборота между нашими республиками, на что мы, конечно, надеемся. Целью участия в этом форуме было это заключение долгосрочного сотрудничества, да, с ТПП ДНР и с предпринимателями ДНР. Удалось ли достигнуть вот этой вот поставленной цели? С нашей стороны мы считаем, что наше участие и в данном форуме, и в выставке в частности является довольно-таки успешным, потому что с нашей продукцией ознакомились, ее уже знают на территории ДНР, то есть она была презентована и показана таким грамотным образом, что теперь о нашей абхазской отечественной продукции знаем не только мы, и не только те страны, в которые мы обычно ездим за границей, но и на территории Донецкой республики в частности. Впечатления о поездке у нашей делегации действительно самые восторженные, чему мы, естественно, несказанно рады. Мы понимаем, что мы это делаем не зря. Международный день Черного моря отмечается 31 октября. Эта дата была выбрана не случайно. Именно в октябре 1996 года 6 причерноморских стран подписали стратегический план действия по реабилитации Черного моря и приняли решение учредить данный экологический праздник. Черное море – это не только уникальный водоем, но и важный район транспортных перевозок и один из важнейших курортных регионов Евразии. А для Абхазии со всех точек зрения Черное море имеет стратегическое значение. У жителей Сухума есть одна удивительная особенная черта. Где бы мы ни находились, в какой бы точке мира не были, на подсознательном уровне мы всегда ищем море. Наверное, от того, что привыкли брать его за ориентир. Говорят, море в душе у каждого из нас. Человек на протяжении всей жизни стремится узнать лучше самого себя. Так если мы все-таки признаем море частью собственной души, давайте попробуем знать о нем больше. Начнем с происхождения. В эпоху Мезозоя существовал океан Тетис. Он разделял древние континенты Гондвану и Лавразию. В его состав входили Средиземное, Аральское, Азовское, Каспийское и Черное моря. Позднее в результате горообразовательных процессов и поднятия Альп Тетис делится на две половины. В восточной части оказывается Азовское, Каспийское и Черное моря. Они составляют единое морское пространство и называются Сарматским морем. 8 миллионов лет тому назад происходят горообразовательные процессы, в результате чего Аральское море отделяется, остается Каспийское и Черное море пока единым. Ну и островок Кавказа продолжает возвышаться. Это единое море, Каспийское и Черное море, именуется Понтическим морем. Затем 1 миллион лет тому назад, опять в результате этих процессов и в результате поднятия Кавказских гор, Черное и Каспийское моря, они отделяются друг от друга и приобретают современные очертания Азовского и Черного морей. Черное море – это самый крупный в мире миромиктический водоем. Объем воды в нем разделен на два слоя, которые не перемешиваются между собой. А происходит это благодаря третьему слою. Его называют промежуточным. Холодный промежуточный слой, он расположен от глубины 30 метров до 100 метров. И именно в этом холодном промежуточном слое формируются такие скачки температуры, значит, солености и плотности. Температурный скачок, резкие перепады температур называют термоклином. Далее пиконоклин, резкий скачок плотности, и галоклин, резкий скачок солености. Все организмы в Черном море сосредоточены в верхнем 200-метровом слое. Из-за большой концентрации сероводорода глубже указанного уровня практически не существует жизни. Сероводород образовывался здесь тысячелетиями в результате разложения серных бактерий. До глубины 200 метров все равно существует и кислород, и сероводород. Вот есть зона сосуществования, это 150-200. Там уже, значит, живых организмов почти нет, но есть серные бактерии, есть какие-то организмы, которые адаптировались к такой среде. Они же 200 метров отсутствуют организмы, которые питаются кислородом. То есть это уже анаэробная зона. В анаэробной зоне существуют только серные бактерии и нефтяные какие-то бактерии, которые могут разлагать нефть.
Черное море является внутренним морем бассейна Атлантического океана. Через пролив Босфор оно сообщается с Мраморным морем, а через Керченский пролив – с Азовским. Существует здесь два течения. Это Верхнебосфорское течение и Нижнебосфорское течение. Верхнебосфорское течение перемещает водные массы, черноморские водные массы в сторону Мраморного моря, а Нижнебосфорское течение уже в обратную сторону. Из-за того, что уровень Черного моря находится ниже Мраморного сантиметров на 30, существуют именно вот эти два течения. Благодаря взаимодействию этих двух течений происходит миграция рыб между двумя морями. Основной проблемой для Черного моря принято считать загрязнение биогенными элементами. Большое количество крупных рек Европы, в частности Днепр, Дунай и Днестр, попадают в море. Они несут в себе органические вещества. Происходит переудобрение моря, в результате чего в указанных регионах наблюдается цветение воды. Подобное явление – редкость в Абхазии. Нефтяное загрязнение – еще одна серьезная проблема Черного моря. Объем транспортировки нефти постоянно возрастает, происходят аварии танкеров. Нефть, она образует пленку после разлива, и живые организмы погибают, рыбы, птицы и так далее. А также при испарении этой нефти происходит загрязнение приземного слоя атмосферы. Не на последнем месте в списке проблем Черного моря значится бытовой мусор. Известно, что пластиковые отходы разлагаются в течение долгого периода времени и наносят вред окружающей среде. Акции по очистке берега периодически проводятся местными активистами, однако их усилий недостаточно. Большую опасность несут в себе строительные отходы. Бетон, цементная пыль и другие химические соединения оседают на дне моря. В результате всех этих негативных процессов страдают живые организмы, в том числе и морские млекопитающие. Известно, что в Черном море обитает 3 вида дельфинов – афалины, азовки и белобочки. Впрочем, для сокращения их популяции есть и другие предпосылки. Популяция дельфинов очень быстро сокращается. Их поголовье год от года снижается. И это представляет собой серьезную экологическую проблему, потому что может наступить момент, когда мы можем просто потерять этих крупных млекопитающих Черного моря. Главная проблема, которая связана с сокращением численности дельфинов, это же, конечно, в первую очередь сокращение рыбных запасов, которые являются естественным питанием, необходимым, потому что это рыбоядные млекопитающие. С другой стороны, это загрязнение Черного моря, потому что Черное море, как внутреннее море, испытывает на себе очень серьезный пресс загрязнений со стороны стран, располагающихся в бассейне Черного моря, истоки которых попадают в Черное море. И третий, наконец, пожалуй, самый серьезный, это фактор рыболовства. Дело в том, что очень много дельфинов попадает и погибает в ставных сетях. Тем не менее, Черное море все еще богато рыбными ресурсами. Лучше ознакомиться с живыми организмами, населяющими водное пространство в пределах местных территорий, можно, посетив специальную экспозицию. В отделе природы Абхазского государственного музея есть стенд, на котором представлены образцы рыб, которые и сегодня встречаются в Черном море. Из промысловых это такие всем известные виды, как ставрида, кефаль, рыба-игла. Из ядовитых это морской черт, солнечник колючий и другие. Зимой в Абхазии открывается хамсовая путина. В республике работает 6 заводов по переработке этого вида рыбы. В отличие от других стран на побережье Черного моря, лишь в Абхазии и России хамсу добывают в соответствии с установленными объемами. Заблаговременно обращаясь в Институт экологии, а Институт экологии, в свою очередь, обращаясь в Азово-Черноморский институт, в результате проведенного анализа предыдущих путин определяют ОДУ, общедопустимый улов в нынешнюю путину. После того, как эту информацию мы поставляем правительству, правительство издает распоряжение об открытии путины. Черное море играет важную роль для экономического развития стран бассейна не только из-за значительных рыбных запасов, но и в смысле удобства транспортных маршрутов. На берегу Черного моря расположены 7 стран – Болгария, Турция, Румыния, Россия, Абхазия.
Грузия. И, конечно же, на территории этих стран находится большое количество городов-портов, такие как Самсун, Трабзон, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Сочи, Туапсе. И, конечно же, наш Сухум, который является одним из самых древнейших городов-портов в мире. Ежегодно существенный объем перевозок морских приходится на экспорт нефти, нефтепродуктов, металлов, минеральных удобрений, экспорт леса, пиломатериалов и многое другое. Также в Черноморском бассейне развиты разные виды перевозок. Это пассажироперевозки, контейнерные перевозки, паромные переправы. Порт Сухум действительно имеет богатую историю. Начиная с древних времен пристань помнит сотни кораблей, как пассажирских, так и грузовых. 2019 год должен стать знаковым в этом смысле. Сейчас в морской гавани вовсю идут дноуглубительные работы. Современный круизный лайнер «Князь Владимир» включил в программу своего маршрута по Черному морю посещение абхазской столицы. Наша страна ежегодно притягивает тысячи туристов. Это не случайно, довольно и одновременно строго, ссылаясь на исследования, отмечают ученые. Абхазия расположена в наиболее благоприятных климатических условиях по сравнению с другими странами Черноморского бассейна. Амелия Бисмарк, Руслан Орлов, Алексей Быструков для событий недели. Один из главных курортных объектов страны – Новоафонская пещера подводит итоги сезона. С 1 января по 1 октября пещеру посетили более 250 тысяч человек, что на 9 тысяч меньше, чем в прошлом году. Однако, несмотря на то, что туристический сезон в республике завершен, пещера все еще принимает посетителей, среди которых встречаются и довольно редкие гости. Подробности в репортаже Алики Трапш. Новоафонская пещера – одна из самых крупных не только в Абхазии, но и в мире. Она знаменита своей красотой и успела завоевать любовь тысячи туристов. Пещера принимает посетителей круглый год. Во время курортного сезона она работает ежедневно, а в остальные месяцы – 4 дня в неделю. С середины октября объект перешел на зимний режим работы и принимает туристов по средам, четвергам и в выходные дни. Количество экскурсий снизилось, однако желающих посмотреть на уникальное творение природы по-прежнему немало. Мы приехали в Абхазию из города Челябинска, с Урала. Вот, дочка у меня уже была со сборами с гимнастики. Вот, а я первый раз. Потрясены глобальностью. И даже не ожидали, что она настолько большая. Очень интересно и красиво. Мне тут очень нравится. Я не ожидала, что она такая большая будет. Интересно, конечно, впечатляет размеры. Как бы мы были в пещерах в Адыгее. Большой азиатская, по-моему, называется пещера. Вот. Там она, конечно, чуть поменьше. Ну, классно. Почему? Я бы еще раз вернулась. Чтобы увидеть своими глазами знаменитую Новоафонскую карстовую полость, люди едут со всех концов земли. В день, когда здесь работала наша съемочная группа, пещеру посетили американские и канадские хоккеисты. Игроки китайского клуба Куньлунь Ред Стар во главе с тренером, олимпийским чемпионом 1992 года, обладателем Кубка Стэнли Алексеем Ковалевым. Спортсмены принимают участие в играх КХЛ в Сочи. Много раз приезжал с родителями отдыхать сюда, вот, и зная, была здесь война, и много интересовался, не знал, насколько все это было разрушено и восстановлено, вот, поэтому было интересно, вот, но когда я узнал от турагентства, что продолжаются туристические такие мероприятия, и можно посетить эти места, которые я раньше посещал, был ребенком, поэтому предоставилась такая возможность показать ребятам, которые из Америки, в Канаде, даже из других европейских стран, и есть возможность показать им, как бы, что я видел, когда был ребенком, и какие достопримечательности Кавказа. Сами хоккеисты признаются, что ранее никогда не слышали об Абхазии и, приехав сюда, были поражены красотой природы и абхазским гостеприимством. Они отметили, что хотели бы вновь приехать в Абхазию на более длительный срок. Я в своей жизни видела 3 пещеры, был в 3 пещерах, это самая крутая. Я впечатлен, очень красиво, мне очень понравилось. Мне очень понравилось озеро Рица, было оно очень красивое. Посмотрели горы, горы тоже красивые, но больше всего, точнее, еще одна вещь, которая меня впечатлила, это еда. До этого никогда не слышал об этой стране, об Абхазии. Для меня это было тоже сюрпризом. Алексей Ковалев пригласил нас посетить эту страну, так как он сказал, что будет красиво. В общем, мне тут все понравилось, все круто. И мне понравилось озеро, конечно же, горы тоже красивые. Мы побывали на навесном мосту над рекой Бзып, там тоже очень круто. Ну и, конечно же, пещера.
to go do. Экскурсии в Новоафонскую пещеру проходят комфортно и увлекательно. Экскурсовод рассказывает посетителям об истории пещеры, ее первооткрывателе, описывает уникальную флору и фауну каждого из 9 открытых к просмотру залов. За период с 1 января по 1 октября пещеру посетили 254 477 человек. По словам директора пещеры Мирона Чалмаз, в этом сезоне количество туристов на 9 тысяч человек меньше, чем в предыдущем. К сожалению, тенденция последние годы, прошлый год и этот год, говорит о том, что мы теряем все-таки своих посетителей. Естественно, это связано напрямую с их материальными возможностями, многие из которых уже видели нашу Новоафонскую пещеру. Хотя с каждым годом приезжают и новые поколения, новые люди, которые не видели, хотят посмотреть. За период на 9 месяцев уже около налогов было заплачено 12 миллионов 800 тысяч. Общий объем выполненных работ составил 128 миллионов 600 тысяч. Да. Помощь району на 35 миллионов. Собственной прибыли у нас где-то около 35 миллионов. За прошедший курортный сезон руководством и сотрудниками главного природного объекта страны было проделано немало работ. Для удобства туристов и улучшения качества их обслуживания был отремонтирован и открыт еще один вход. Были проведены работы и в полости пещеры. Установлены новые перила и оградительные сетки. Кроме того, руководство Новоафонской пещеры постоянно следит за сохранением и поддержанием здесь уникального микроклимата. Аля Катрапш, Несма Галанзе, Степан Мартиросян для событий недели. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем в следующей программе. Всего доброго!